Коране приводится просто удивительнейшая история, которая просто взрывает мозг. Послушайте обязательно до конца. Вы наверняка встречали таких людей, которые говорили: зачем получать религиозные знания, зачем изучать ислам, лучше пошел бы экономику и медицину учить. Да, экономика, медицина — это хорошо, у меня у самого высшее медицинское образование. Но это не исключает получение религиозных знаний. И смотрите, что Аллах поведал в Коране. Когда Всевышний Аллах решил поселить пророка Адама, нашего с вами праотца, на этой земле, ангелы задали вопрос Аллаху: неужели ты поселишь наместника на земле, который будет проливать кровь и сеять нечестие? И действительно, мы потомки Адама, мы там воюем, мы творим какой-то бедлам и так далее. То есть в чем мудрость? И Всевышний Аллах ответил: я знаю то, чего вы не знаете. То есть за этим стоит большая мудрость. И после Аллах обучает пророка Адама всем именам. То есть обучает названиям всех предметов, там, людей и так далее. И из-за возвышенности знаний пророка Адама Всевышний Аллах повелевает ангелам поклониться пророку Адаму. Единственный, кто не поклонился, это был джин Иблис, сатана в простонародье. И суть в чем? Как это связано со знаниями? Пророк Мухаммад в другом достоверном хадисе, саллиллаху алейхи вассалям, приводит следующую историю, что когда любой человек выходит на путь поиска религиозных знаний, то ангелы склоняют перед ним свои крылья и молятся за него, и такому человеку облегчается путь в рай. И можно задаться вопросом: а почему ангелы склоняют свои крылья? Ответ вас удивит. Потому что, когда ангелы видят, как какой-то человек становится на путь знаний, они вспоминают, как они поклонились пророку Адаму из-за величия знания, которое открыл Аллах своему пророку. И когда вы выходите получать религиозные знания, изучать ислам, или открываете YouTube, чтобы посмотреть какую-то лекцию, или там вы хотите прочитать какую-то книгу, вы тем самым уподобляетесь своему предку, пророку Адаму. И у ангелов это вызывает уважение, потому что они помнят, как они поклонились Адаму из-за его знаний, которые даровал ему Аллах. Поэтому всякий раз, когда вы изучаете свою религию, религию ислам, изучаете любую религиозную науку, будь это акида, вероубеждение, либо фикх, исламское право, либо изучайте любую из книг исламских, всегда вспоминайте, что ангелы молятся за вас и склоняют свои крылья над вами, и вспоминают пророка Адама. И это просто удивительно. Пусть Всевышний Аллах приумножит нам знания и хранит нас всех. Надеюсь, было полезно. Мир всем и ассаляму алейкум.